Когда в доме находятся два любящих сердца, мамы и папы, то в какой-то момент рядом с ними появляется комочек счастья. Особенно этот комочек волнует сердце матери. Ну а если еще и оба родителя творческие люди, вкладывающие в свое чадо все свои таланты, то в ребенке обязательно загорается Божья искра. Ведь когда соединяются любовь и мастерство, получается шедевр. Таким творением в семье наших сегодняшних героев стала их дочь Ася. Анастасия Джан, лауреат международных конкурсов, дипломант международного телевизионного юношеского конкурса «Щелкунчик», лауреат премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России», трижды лауреат республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии». С отличием окончив академический музыкальный колледж при Московской консерватории имени Чайковского, сегодня она продолжает свое обучение в Берлинской высшей школе музыки имени Ганса Эйслера. Всем своим музыкальным достижениям Ася обязана родителям, которые и по сей день являются ее наставниками. Поэтому их троих объединяют и искусство, и кровные узы. Для меня мама и папа всегда были одним целым. Я могу сказать, что с мамой, наверное, я общаюсь больше, но я всегда чувствую папино присутствие. Я знаю, что папа через маму, например, все знает. Нет какого-то такого разделения. Они всегда для меня одно целое. Мама больше занималась воспитанием, старалась много заботиться, а папа был таким всегда, как такое маленькое, хорошим другом. Мы с ним часто играли много. Я бы не сказала, что в нашей семье есть какая-то такая статичность, что мама только так, папа только так. Они всегда были родителями и друзьями, сейчас в большей степени друзьями. Мне это безумно нравится. Мне кажется, что такая связь между нами тремя. Есть талантливые, есть одаренные, есть гении. В родительском сердце всегда есть место для их детей, но сердце матери чувствует все беспокойства ребенка особенно остро. Чтобы усмирить тревоги и переживания, мама использует воплощение нежности, любви и ласки. Это материнские руки и голос. Она у меня плохо засыпала. Она засыпала плохо, как маленькая, и потом я ее где-то, вот я сейчас не помню, то ли до 9, то ли даже до 10 лет укладывала спать. Она без меня не засыпала и пела все время ей петь. То есть она иногда специально уже не засыпала, она хотела, чтобы я с ней сидела, значит. Да? Она меня еще за ухо вот так держала. То есть такой был у нас атрибут. И вот я пела. Мама очень часто пела мне старинную французскую песенку. Это сразу просто ощущение уюта, заботы. Мама очень нежный голос, и я помню, как если я долго не могла заснуть в детстве, мама могла очень долго сидеть и продолжать петь. Я чувствовала любовь. То есть она сидела и пела для меня. И это такое таинство любви. У меня очень трепетное отношение к этой музыке теперь. Музыка звучала часто, я прямо помню некоторые моменты, как папа занимался или мама, и мне хотелось часто выучить то же, что играл папа, например.
или папа больше такое развитие, а мама именно вот действительно воспитание, я бы так сказала. Было очень интересно с ней заниматься, потому что она чрезвычайно одаренная. И если бы со стороны смотрели, как мы занимаемся, было бы очень странно, потому что у нас, можно сказать, фортепиано не звучало. Мы с ней общались, мы с ней обсуждали идею, мы с ней обсуждали образ, что очень важно. Вот конкретный образ. Она делилась, она говорила, и я, в принципе-то, где-то соглашался, хотя с педагогической точки зрения я понимал, что она идет своим путем. У нас очень открытые были отношения. Ну, в подростковом периоде стали более сложные отношения, хотя все равно, то есть она со мной делилась, но были у нас как бы, ну, какие-то столкновения, какие-то недопонимания, да, то есть, ну, сложный возраст, и особенно сложно было из-за того, что я была не просто мамой, да, а вот это вот такой сложный момент, что я еще была и учителем. И здесь как бы вот эта градация, да, очень сложная. Обычно, ну, насколько я знаю, музыканты, они не учат сами, они отдают детей, потому что считают, ну, нереально это сделать, да, выучить своего ребенка, ну, хорошо выучить. То есть, вот. Ну, у нас так получилось, что мы сами с ней занимались, но для меня это, конечно, очень оказалось таким тяжелым. Да, как бы, ну, и уроком, и испытанием, вот, быть и мамой, и учительницей. И в какой-то момент она мне сказала: ну, я не хочу, чтобы ты была учительницей, я хочу, чтобы ты была просто мамой. То есть вот это такой был разговор как-то, да, но потом мы это пережили, то есть произошло взросление. Все равно отношения были близкие, все равно она со мной делилась, и когда она уехала в Москву, она, конечно, звонила мне каждый день. Моя мама, например, она очень хорошо меня чувствует, понимает, но ведь мы сами себя узнаем в течение жизни, и даже мы не понимаем себя до конца. Мы очень близки, и наши минуты единения происходят довольно часто. В такие минуты, я думаю, главными темами являются духовность и творчество. Ну, она иногда высылает записи, да, вот того, что она, допустим, учит, и что вот даже недавно вот она там кусочек выслала, вот послушай, я вот так вот слышу вот этот эпизод, да, и как, ну, как ты думаешь, там, что ты думаешь по этому поводу, потому что кто-то там по-другому, да, допустим, вот у меня такие-то по этому поводу, то есть она объясняет, ну, что она хочет здесь, да, я какое-то свое мнение высказываю тоже, да, соответственно. Также она может целиком выслать, там, сказать, там, произведение, ну, что вы думаете, ну, не только мне, она нам с папой высылает, да, то есть, ну, что вы думаете. Считаю, что моя мама самый близкий друг мой, и могу ей все доверить. Могу открыть душу и почувствовать, что душа открывается в ответ. А сейчас мы очень много духовных вопросов разбираем, и это на самом деле для меня самое важное, да, и что самое для меня, ну, я считаю, что для меня это самое счастливое, можно так сказать, да, что мы стали вот духовными единомышленниками, и что те осознания, которые вот я, может быть, пришла вот уже во взрослом возрасте, они у Асеньки уже сейчас появились. Причем эти осознания как бы очень такие важные и великие, скажем так. Во-первых, чтобы она осознала в полной мере свое призвание, свою миссию, да, потому что я не могу знать на самом деле, да, это только она может понять, какова ее все-таки миссия в этой жизни, да, то есть каждый человек. Родитель может хотеть там, он может видеть какие-то перспективы, да, но каждый
должен сам себя понять. И это приходит, конечно, не в детстве, да, это приходит уже все-таки в более таком... Ну, желательно, чтобы это не сильно поздно тоже пришло, да, вот, понимание этого. Вот, но это приходит в каком-то таком молодом возрасте, когда происходит это, ну, если происходит это духовное, как называл мой папа, кстати, который мне когда-то об этом сказал, духовное рождение. То есть мы сначала рождаемся просто как бы вот, физически, биологически, а в какой-то момент должно произойти духовное рождение. Оно происходит не с каждым. И вот если это происходит, это замечательно, да, то есть, и поэтому тут не столь важно, в чем ты будешь, какова твоя профессия, тут важно реализовать свое предназначение. Я вот уже подхожу к университету, к одному из зданий. Здесь находится, например, лучший зал, вообще, в котором у нас иногда проходят классные вечера. Я иду заниматься в здание чуть подальше, вот оно уже виднеется. Я в здании университета. Я очень люблю разные способы самовыражения. Мне очень нравится тоже заниматься, это писать стихи. Это уже такая потребность для меня. И своего рода это такой интуитивный процесс. Не могу сказать, что я придумываю стихи, они ко мне приходят в моменты определенных переживаний, я думаю, особенно если какие-то мысли повторяются на протяжении какого-то времени или сильные эмоции. Я воспринимаю ее поэзию всегда очень вдохновенно. То есть для меня это иногда это откровения какие-то, потому что у нее очень много философской лирики, опять же, и я иногда просто поражаюсь, вот насколько как бы вот она, ее глубокое такое мироощущение, и как это выражается в словесной форме. То есть для меня вот это что-то такое божественное, и она на самом деле говорит, что стихи они сами приходят, а я просто записываю. Я назову себя художником и нарисую пламя людей вокруг тоскующего знания. Невероятную судьбу я в рифму зачитаю и назову себя поэтом и мечтателем. Я песней назовусь, и вскоре я зазвучу в сердцах, задетых за живое. А захочу и назову себя удачей, и раздарю я радость всем встречаемым в придачу. Придет ли время, назову себя гармонией. Следить, чтоб протекала жизнь, как миром предустроена. И постепенно стану наблюдателем. Я назовусь течением, принятием. Я буду еще многими понятиями, чтобы прийти к простому знаменателю. Я — выражение любви, частичка бесконечности. Я — искренность, но суть в ответе. И художником я бы себя не стала называть. Единственное, просто люблю пробовать новое. И иногда бывают порывы вдохновения что-то нарисовать. И то же самое с пением. Хотя с пением у меня довольно длинная история. Я пела в детстве, учась в воскресной школе, я пела в церковном хоре. И помню, мне очень нравилось. Сейчас пою для удовольствия время от времени, но я не скажу, что как-то профессионально или что у меня замечательно получается. Но делаю то, что приносит радость.
обучается играть на рояле. Это неудивительно, так как вся жизнь до сегодняшнего момента практически была посвящена этому виду творчества и продолжает. Отметила фотографию. Я довольно серьезно сейчас ей занимаюсь, и мне безумно это нравится, весь этот творческий процесс. Могу даже сравнить с исполнительством, с фортепианом, я думаю. Все это, конечно, творчество, но разные подходы, то есть и задействованы разные органы чувств. И если в фортепианном исполнительстве это больше интерпретация композиторского замысла, а фотография, я бы сказала, это прямо такой довольно-таки композиторский процесс. Действительно, можно собственное мнение как бы воплотить. И это уже не интерпретация. То есть много возможностей, и мне очень нравится быть вовлеченной и в игру на рояле, и в фотографию. Для меня они очень друг друга дополняют. Ася действительно очень разносторонняя личность. Не зря говорят, что дочь – это комплимент женщине от Бога, а значит, она достойна повторения. Неудивительно, что однажды ребенок будет следовать не совету родителей, а их примеру. По духовному общению Асенька, конечно, ближе ко мне, потому что мы больше с ней общаемся в этом смысле. То, что она стала духовным искателем, что она осознает, что это такое, и что она пошла по этому пути. А все остальное, я считаю, это просто средство для выражения этого и миссия, то есть понимание своей миссии. В чем суть моей этой жизни, да? В чем я должна, как я должна выразиться в ней, какие мои задачи. И вот осознание этого и понимание, по-моему, это самое главное. Я помню, когда-то мама рассказывала о девизе ее папы: ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только вместе. Тоже потрясающий девиз. Папа, конечно, для меня это трудно даже вот как бы объяснить в полной мере, что он для меня представлял. То есть это было просто для меня как солнце. Хотя папа был очень строгий, много чего от меня требовал. Да, и вот когда, к сожалению, Ася родилась уже после того, как папа умер, и то есть вот у нее не было, да, соприкосновения, то для меня это такой, мне как бы очень жаль, что Асенька, например, не пообщалась с моим папой, да, я могу только что-то рассказать, то есть она может что-то почитать, но это все равно не даст того, когда мы общаемся с человеком. То есть для меня он был как солнце. Я помню, когда он умер, у меня было такое ощущение, что-то вот как будто что-то потемнело в моей жизни, и как будто вот часть жизни, она как бы вот в какой-то немножко во мрак ушла. Да, то есть вот чего-то стало, света вот этого как будто стало меньше, то есть было вот такое ощущение. То есть папа был для меня и отцом, и другом, и учителем, и самое главное, он был вот моим первым духовным наставником. То есть и вот это опять же для меня как бы, уже понимая из своего возраста, да, уже, что это было, конечно, самое главное. То есть он дал мне первый толчок к тому, что как бы в чем на самом деле смысл жизни,
и куда двигаться. Вот. То есть я иногда думаю, не знаю, вот если бы я родилась не в этой семье, то есть, да, то есть какой бы я стала, и вообще открылись ли мне какие-то вещи, которые вот мне сейчас, допустим, открылись. Я в 14 лет уехала учиться в Москву, то есть для меня это было очень тяжело, то есть я хотела, да, я хотела учиться, но попав в общежитие, оторвавшись от семьи, то есть это было такое переживание оторванности, да, от таких любимых родителей. Да, и он, конечно, мне писал каждый день, иногда там почта задерживала, мне сразу 2 письма приходили. То есть я каждый день бежала к ящику, я ждала, да, вот эти, у нас там полочки такие были, и по алфавиту. Иногда 2 письма приходило. То есть это такая поддержка была, то есть он постоянно меня поддерживал, постоянно меня поддерживал. Мама тоже писала, но папа писал каждый день. То есть это вот была такая неотъемлемая часть. Звонила я раз в неделю всего. Это постоянное было общение. Просто вот уже, когда я в консерватории училась, то есть уже вот наступил возраст, да, более зрелой, и здесь у меня уже эта потребность именно в общении в таком, она у меня стала очень сильной, да, в этих письмах об этом идет речь. В одном письме есть очень важное, но маленькое стихотворение. Я помню, когда я прочитала, то это меня как-то так прямо перевернуло в то время. Чтоб верно человека оценить, молчит, ворчит ли, поучает, чтоб выяснить, способен ли любить, проникни в тайну, что он излучает. То есть он говорит о том, какой свет исходит от человека. Да? То есть если человек наполнен любовью, независимо, там, поучает он, да? Может быть, он строг, допустим, если это родитель, да, или если это учитель, да? Но он внутри желает тебе хорошего, он тебе внутри желает добра. Он проявляет это в своих действиях. Он может не в словах это проявлять, да, но в своих действиях он это проявляет. Но это излучение, мы его как бы ощущаем. И вот когда человек светлый, когда он любит, вот эти его волны, они приобретают определенную, ну, скажем так, не окраску, да, а вот определенное свечение. Вот об этом излучении божественного света говорит папа. Но он это ощутил. Да, то есть вот он не пишет там, что это, но он вот это ощутил, и я удивляюсь, потому что на самом деле папа был атеист. И меня воспитывали в атеизме. То есть к Богу я пришла уже после, ну, где-то вот этот момент смерти папин, я уже начала в то время задумываться как раз, и вот этот момент смерти его, он еще больше меня как бы привел к Богу, и я потом пришла к Богу. Это было что-то, действительно, понимаете, да? Но сейчас это уже понимаю очень хорошо, не просто понимаю, я ощущаю, я это вижу в людях. И он часто писал вот стихи в короткой такой форме, вот как эта маленькая, да, то есть у него очень много таких, которые какой-то либо нравственный смысл несут, либо какую-то вот мысль высказывают. Очень люблю и часто, ну, как бы с близким людям я это читаю. Всю окрыленность, одухотворенность, глубок достоинств весь развороши. Рождается из зернышка влюбленность, зародыша величия души. И о женщинах у него, кстати, есть прекрасное тоже, то есть вот понимание, да, вот как он, то, чему он меня учил, какой должна быть женщина. Тоже есть маленькое стихотворение. 3 чуда женщина способна сотворить. Создать семью, она ее начало. Себе подобных миру подарить. Вдохнуть любовь во всех, кого встречала. Какое чудо предпочесть из 3? Начнешь гадать, увы, не жди удачи. Диктует жизнь наш верный педагог. 3 сотвори, 3 чуда, не иначе. Оксане Юрьевне посчастливилось родиться в образованной, интеллигентной семье. Ее с детства приучали к поэзии, литературе и искусству. В их доме постоянно звучала музыка и играл рояль. Папа Юрий Николаевич и мама Людмила Григорьевна необычайно одаренные люди. Оба филологи, музыканты, поэты. Они смогли одарить дочь тонким чувством гармонии, вкуса и красоты. Несомненно, что секрет таких чутких и теплых взаимоотношений кроется в маме.
На самом деле мама-то единомышленник была папин, да, то есть она как бы все поддерживала, во-первых, да, что он делал, все его идеи, она, когда он писал статьи, он много писал статей, потом он книги стал по педагогике выпускать. И, конечно, первый слушатель это была мама, и она ему советовала, он кое-что менял, то есть очень прислушивался, да. И, конечно, мама меня тоже в этом духе воспитывала, но мама давала мне еще другую составляющую, да, то есть вот, допустим, первым, кто меня учил читать, да, была мама. То есть папа, конечно, не учил меня читать, да, допустим. То есть мама меня еще, ну, когда маленькая была в садике, она меня учила читать. Она меня учила считать тоже, то есть математикой со мной до школы еще занималась. Потом она же была моим первым учителем по фортепиано. Да, то есть вот папа со мной пел, вот это да, то есть с детства, с малолетства, сколько себя помню, я пела, и он меня возил по концертам, то есть у него, помимо того, что он литературу преподавал, он еще музыку преподавал, я вообще просто поражаюсь, вот сколько он успевал, это что-то титаническое. У него хоры были, да, у него вот в школе в каждом классе был ансамбль, а в некоторых классах было несколько ансамблей. У нас был, значит, в нашем классе ансамбль девочек, ансамбль мальчиков и смешанный ансамбль. Вот. И я пела. А мама меня учила на фортепиано, и она меня, ну, я с ней занималась. Конечно, это были не такие серьезные занятия, но тем не менее, вот нотную грамоту я с ней прошла и начала что-то играть. И в музыкальную школу-то я пошла только в 4 классе. До этого я танцевала. А фортепиано это было так, второстепенно, но тем не менее мама со мной занималась, и тоже я капризничала, это же мама, да, но она терпимая. Кстати, очень важный момент, вот я не помню, чтобы она вообще в жизни на меня крикнула. Хотя я тоже и где-то вредничала, ну, как все дети, да. Вот, потом еще такой важный момент, что вот школьными, да, какими-то делами, и мама, ну, по школьным урокам, я имею в виду, помогала мне мама. Вот, я всегда хорошо училась, и я на самом деле была такая патологическая отличница. И папа как-то мне сказал уже потом, когда я в училище поступила, он сказал, я боялся, что ты вот такая, значит, патологическая отличница, да, то есть... И что ты вот будешь там на золотую медаль идти. Я помню, что когда я ушла в училище после 8 класса, все удивлялись. Мы думали, ты пойдешь на золотую медаль. То есть, вот. Но мама мне, когда вот у меня что-то не получалось, а были такие моменты, ну, особенно поменьше, когда в младших классах, допустим, по математике, вот какая-то задачка не получается, да, что-то я там недопоняла. И мама, она всегда очень хорошо училась по математике в школе, то есть это, ну и я тоже училась хорошо по математике, то есть это наш конек, видимо. Вот, но бывали такие моменты, да, что сложно. И тут, значит, мама, она не то, что она мне подсказывала, как решить эту задачку, нет, она очень правильно поступала, то есть она говорила, ну сейчас я посмотрю, то есть она сама ее решит и говорит, вот я решила, да, но она решается спокойно. Тут я тогда начинала, да, но у меня был характер такой, что я тоже, что буду вот сидеть упорно, да, то есть не буду говорить, дай там мне, покажи как что, то есть мама решила, значит, я тоже должна решить. И вот это меня стимулировало, да, то есть я находила ответ, я решала, вот. Иногда могло что-то вдруг ответ не тот, она скажет, нет, у тебя не тот ответ, давай, я еще там. Ну вот это меня стимулировало, потом я уже привыкла, и я уже, в общем-то, я не помню уже, что когда-то постарше там я обращалась к ней вот с такими вещами, да, то есть, что я уже не могу. Ну и вот эту методику я перенесла на Асю, и то же самое, как бы вот мамино воспитание, я тоже в детстве ее начала рано учить читать, на самом деле в 2 года я начала ее учить читать, ну потому что она говорила очень хорошо, и она буквы у нас в год еще выучила. А вот это, дорогие моему сердцу, письма дочери. Вот, то есть Ася рано начала читать, но писать я ее не учила, там, как бы я этим не занималась, но она сама начала писать, что было интересно, да, и писала, переворачивая как бы слова в другую сторону, очень интересно, да, и вот здесь слово «любовь» она всегда писала «юлбюл»,
Юлбю. И вот сейчас, ну и как бы это слово сохранилось в нашем лексиконе. И иногда, там, допустим, я тоже пишу «Юлбю тебя», да, и она мне тоже там, и папа также пишет. Вот. И считать учила, и музыке рано, да, то есть вот это, видимо, то, что от мамы мне передалось. И когда она в школе, она же с 7 класса перешла на домашнее обучение у нас, да, и получается 7, 8, 9 она была на домашнем обучении. Только, наверное, в школе, вообще образовательной, я чувствовала себя немножко белой вороной иногда, так как практически все мое время занимали занятия музыкой. Потому что школа же очень много времени занимает. То есть, чтобы если серьезно заниматься, ведь все-таки дети, которые в спецшколе учатся, да, они там не так заняты общеобразовательными предметами. У них там, во-первых, вперемешку идет, потом у них не так много задают. Но все-таки другое отношение, понимание, что дети, да, загружены другим. А я считаю вообще, что школа наша перегруз дает в предметах, да, и заданий много там, например. А после, во время моего обучения в Москве и в Берлине, все мое окружение складывалось из как раз-таки таких же людей. Людей творческих, интеллигентных. Поэтому я бы сказала, я чувствовала себя всегда в своей тарелке, практически вот после школы. И мне бывает странно встречать людей из каких-то других сфер, не связанных с творчеством, например. Помимо семьи меня окружали и окружают очень, очень интересные люди, творческие, добрые и мыслящие. Безусловно, многое в жизни человека связано с его окружением. И то, каким оно будет сегодня, зависит от того, что заложили родители еще в далеком детстве. Душевная теплота, нежность, забота и любовь – неотъемлемая часть гармоничной связи между детьми и родителями. Однако наиболее важным считается умение увидеть в своем ребенке уникальность и неповторимость. Лучше, если это произойдет как можно раньше. Мне кажется, самый большой секрет все-таки это любовь, да, то есть это самое главное, да, вот. А самый сложный момент, мне кажется, да, это все-таки вот увидеть в своем ребенке ту неповторимость, да, вот это очень сложный момент. И вот, так мы люди устроены, да, что у каждого есть своя неповторимость, у каждого человека есть своя неповторимость. Другое дело вот ее разглядеть, ее понять. И вот, а почему я говорила про миссию? И реализовать ее, да, как миссию в жизни. И кто первый может это увидеть, да, это же в ребенке желательно разглядеть. Я к дочери отношусь с большой любовью, и она для меня особенная, это безусловно. Это плод нашей любви с Оксаной, и это я постоянно чувствую. Это может разглядеть родитель, и очень хорошо, если родитель разглядит. Это может разглядеть педагог. Да, замечательно, если есть педагог, который может это разглядеть. То есть и вот ответственность на родителей, получается, вот это лежит увидеть в своем ребенке. Я думаю, она свет и в моей жизни, и в жизни многих ее учеников и знакомых. От нее всегда исходит любовь. И если есть какие-то трудности в жизни, она всегда их переносит тоже очень стойко, с любовью. Я думаю, то, что я хотела ей сказать, я выразила в стихотворении. Чувство лучше передается в поэзии. Ты мой секрет, моя душа, моя любимая искательница. Ты мой попутчик, иногда соседка и приятельница. Ты свет и тень и отражение. Для мира ты любви исток,
До слез доводит восхищение тобой за каждый пройденный урок. Победы, встречи, неудачи — всем поделюсь скорей с тобой. Душа родная, моя мамочка, ты мое солнце, мой герой. Иметь ребенка – это богатство, а быть мамой – великое счастье. В дополнение к этим словам герои фильма обоюдно добавляют, что для них счастье – это еще и самозабвенное служение искусству. Ведь ее задача – волновать сердца. А мама и дочь волнуют сердца зрителей своим ангельским исполнением игры на фортепиано. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.